Первым в списке домовладений, чьи хозяева равнодушны коммунальным платежам, дом номер 76 по улице Шорса. По данным абонентской службы, их долг составляет почти 129 тысяч рублей. Вопрос, почему владелец не оплачивает предоставленную ему услугу, напрашивается сам собой. Если у вас получится, в течение дня, завтра нужно оплату произвести. Факт в том, что от общей суммы 129 осталось 74, да? 74. Практически меньше половины вы оплату произвели. Оплату надо производить. Вопрос решен. Представители ФССП ждут квитанцию об оплате в ближайшее время. В противном случае абонента отключат от сети. Работники «Газпрома» совместно со службой судебных приставов отправились на следующий адрес – Шарипова, 10. Стучаться пришлось долго. Дверь все-таки открыл молодой человек, как выяснилось, сын хозяина дома. Всю информацию о задолженности и дальнейших ограничениях передали ему. Рейд сегодня провели не только по городу, но и по всему Сунжинскому району. В списках немало злостных неплательщиков с просроченной дебиторской задолженностью. Число исковых заявлений с каждым днем увеличивается. И за год общая сумма взысканий по ним превысила только в Сунже 60 миллионов рублей. Мы неоднократно предупреждали о возможном применении административного давления в отношении лиц, кто злостным является неплательщиком. Но, к сожалению, не на всех данная мера распространяется, имеется в виду, не воспринимается. Поэтому приходится принимать участие в таких мероприятиях, которые являются более эффективными, так скажем. Должники месяцами, а то и годами игнорируют предупреждения газовиков, а потом и судебных приставов. Сумма долга у каждого из них нередко исчисляется десятками, иногда сотнями тысяч рублей. И такая картина наблюдается по всей республике. Ситуация по судебным постановлениям по республике Ингушетия более 600 миллионов рублей. И эта ситуация, к сожалению, долгие годы не менялась. На сегодняшний день с службой судебных приставов и непосредственно при участии руководителя этой службы проводятся рейдовые мероприятия по республике Ингушетия. Сегодняшний рейд – это инициатива коллег из ФССП. Мы, естественно, их поддержали и готовы со своей стороны тоже принять в этом участие. Я напомню, что общая сумма задолженности по республике Ингушетия более 8 миллиардов рублей. Только по газовой службе. Есть еще другие ресурсоснабжающие организации, но именно по газовой службе более 8 миллиардов рублей. Работники филиала «Газпром» Межрегионгаз Назрань в Ингушетии регулярно доводят до жителей республики информацию о необходимости своевременной оплаты и последствиях нарушения договора поставки газа. Если подобные мероприятия зимой носят профилактический характер, то сейчас, в летний период, абонентов будут отключать от газа, а служба судебных приставов, в свою очередь, будет ограничивать выезд должникам и арестовывать их имущество. На сегодняшний день у них 1130 исполнительных производств на сумму 79 миллионов рублей. За этот год было исполнено 102 на 6 миллионов рублей. Если эти дела дойдут до суда, то последствия могут быть не самыми приятными для должников. Микаил Тангиев, Адам Гулоев, Султан Булгучев, Магаз 24.